Слава Богу. Сегодня у нас будет причастие, участие в принятии даров. И слава Богу, что в конце года мы это также можем сделать совместно. Но хотел бы сегодня с вами вот о чем поговорить. Господь Иисус, когда учил на Нагорной проповеди, Он сказал такие слова. В одном месте Он сказал такие слова. 5 глава, с 11 стиха, 11-12 стих. «Блаженны вы, когда из-за меня люди оскорбляют и преследуют вас и говорят о вас всякую ложь». Довольно сложно, да, ведь чувствовать себя блаженным, когда тебе говорят всякую ложь. Ты знаешь об этом, что это ложь. А Господь говорит, вы блаженны тогда. Не думаю, что Господь хотел сказать, что в это время вы чувствуете себя счастливыми. Но Он этим хотел сказать, что ваше положение в глазах Бога, как счастливых людей, как особенных людей. Блаженны вы, когда из-за меня люди оскорбляют, преследуют вас и говорят о вас всякую ложь. Ликуйте и веселитесь, потому что вас ждет великая награда на небесах. Ведь точно так же преследовали и пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли. Смотрите, какую мотивацию Господь предлагает апостолам прежде всего. Да, сказано, что когда Иисус поднялся на гору, сел, ученики окружили его, и начал он говорить при всем народе, но прежде всего ученикам. И он говорит, станут времена, когда все вас будут гнать, преследовать, говорить о всякую ложь. Но ваша награда велика. Скажите, нас как-то облегчает наше состояние, когда нам тяжело, что когда-то это кончится, эта тяжесть, и нас ждет какой-то приз, какая-то награда. Облегчает ли человека пройти эти трудные времена? Например, Николай Александрович собрался ехать в Таиланд, а мы тебя все-таки пошлем. И вот он знает, в Таиланде солнышко, там прекрасные пляжи, а он любит покупаться в теплых морях, на красивом лазурном берегу. Но говорят, надо лететь через круг с 4 пересадками. Надо переждать, между пересадками надо ждать целую ночь в аэропорту. Бессонница будет тебе ждать. Поедешь, нет? Он говорит, конечно. Ничего страшного. Я же доеду, долечу все-таки до лазурных берегов Таиланда. И вот он берет свои чемоданы, и невзирая на то, что будет очень тяжелый перелет, многочасовой, с многими пересадками, с многими ожиданиями, в аэропортах, незнакомые лица, незнакомый язык. Он говорит, конечно, я лечу. И осознание того, что его ждет там, в Таиланде, он говорит, невзирая ни на что, я лечу туда. Аминь? Правда же? Я бы полетел, если бы вы мне купили билеты. Невзирая на все трудности в пути, а они обязательно будут, ты знаешь, куда ты летишь, что тебя там ждет. По рассказам, ты там не был, но тебе рассказывают, там классно, там тепло, там дешевая еда, гостиницы дешевые. Живи, ни о чем не думай. Но недолго. То человек, даже невзирая на то, что период тяжелый, он все равно летит. Что его мотивирует? Не бояться трудностей в пути.
Что ему дает силы? Конечная цель, правда же? Поэтому он туда летит. И люди так летают, и иногда думаешь, и зачем тебе это надо лететь в другой континент? И зачем тебе это надо перелетать через океаны и моря? А человек готов на это идти, готов летать там, много часов в самолете сидеть. Готовы сейчас лететь даже в Сочи. Господи, помилуй этих людей. Кругалями, там, где стреляют, пытаются сбить кого-то, куда-то не туда попадают. Эти все равно летят. Потому что их манит конечная цель, куда они летят, куда они направились. И Господь говорит, есть награда для каждого человека. Для вас есть награда. И пускай понимание того, что тебя ждет награда, поможет тебе пройти все трудности, с чем ты будешь сталкиваться на этой земле. Что тебя будут не понимать, что тебя будут гнать, что о тебе будут говорить ложь. Как в этот момент все это перенести? Где найти эти силы и где найти эту мотивацию? Иисус говорит даже апостолам, ликуйте, радуйтесь в это время. Почему? Вас ждет великая награда. Скажите, вам как-то помогает знание о том, что вас ждет награда на небесах, преодолевать трудности на этой земле? Или вы говорите, нет, я альтруист, все ради Христа. Даже если мне ковриком надо будет на небесах быть, все ради Христа. Иисус знает наше сердце. И Он говорит, знание о том, что ждет нас награда, очень сильно нас мотивирует. Очень сильно дает нам крепости стоять тогда, когда тяжело. В церкви мы редко об этом говорим, что нас ждет награда. Она прямо ждет. Апостол Павел не стыдился это говорить. И в послании к Тимофею он говорит, меня ждет венец. Да? Тимофея 4:8. Меня ждет венец какой? Сейчас для меня приготовлен. Он еще его не имеет, но он уже знает о том, что этот венец для него приготовлен. Сейчас для меня приготовлен венец праведности, который Господь, праведный судья, даст мне. Еще не дал, но даст мне в определенный им день. Я сам не знаю, когда Он даст мне. И не только мне, но и всем, кто с нетерпением ожидает Его прихода. Когда апостол Павел говорит, что его ждет венец, он говорит не только мне. Я ничем не отличаюсь от других, но всем, каждому Господь приготовил определенную награду. Каждому и всем. Мало того, что Господь каждому дает, да, индивидуально. Когда мы говорим о наградах, обычно невольно как бы сравнение идет со спортом. Обычно в нашей жизни награда больше связана с какими-то спортивными достижениями, правда же? Ну, больше. Там есть и какие-то конкурсы или еще что-то. Но в основном мы слышим спортивные какие-то соревнования, достижения, и что там обязательно будут награды. Правда? И вот, что мы читаем. В Откровении Господь обращается через Иоанна к церквям. И обращаясь к церквям, в Откровении 2 глава, допустим, в церкви в Смирне он говорит, не бойся предстоящих страданий. Некоторых из вас дьявол заключит в темницу, чтобы испытать вас, и вы 10 дней будете терпеть страдания.
но оставайся верным даже до смерти, и я дам тебе венец жизни. Опять какая-то награда ждет. И для всех церквей он говорит так: побеждающему дам то, все, побеждающему. И апостол Павел как бы тоже находится в этом же духе, с Иоанном в одном духе, когда он говорит: когда ты служишь Богу, это подобно тому, как спортсмен бежит на соревнованиях, и он точно знает, его там ждет награда. Беги, чтобы получить эту награду. И в твое служение, исследование за Христом тоже должно сопровождаться осознанием того, что тебя обязательно ждет награда. Ну, каждый спортсмен, который посвятил свою жизнь именно спорту, каким-то соревнованиям, ну, каждый спортсмен желает однажды получить какую-то медальку. Если раньше, во времена апостолов, греки давали лавровый венец на голову, поэтому апостол Павел говорит о венце, то сегодня каждого спортсмена мотивирует то, что он получит медальку, но с этой медалькой хороший чек. Он знает, что эта награда будет за все его страдания, за все его немысленные травмы, которые были. Он ждет, что награда покроет все эти издержки, которые у него были в жизни. И это мотивирует его идти. Даже сейчас, когда, например, у нас в России спортсмены не могут выступать на международных соревнованиях, на олимпиадах, люди готовы ехать на эти соревнования даже как бы в нейтральном статусе, да? Без гимна, без флага, без ничего. Почему? Потому что они понимают, я туда еду, чтобы получить награду, чтобы как-то покрыть все свои расходы, которые были у меня в течение всей жизни. И это совершенно нормальное состояние. Но когда Господь говорит церквям, Он обращается к общине всей и говорит: тебя, община, ждет награда. Это удивительное дело. Сардинская, церковь Филадельфия и все остальные, их ждет награда. Можем ли мы сказать, что церковь в Коми ждет награда? Можем? То есть для нас что-то Господь приготовил, как для общины, как для церкви. А о чем это говорит? Знаете, в спорте есть виды спорта индивидуальные, когда человек соревнуется за себя. А есть виды спорта командные. Правда же? Футбол, хоккей, что там, волейбол, баскетбол, все остальные виды командные виды. И невзирая на то, сколько человек вносит, какую лепту вносит в эту команду, все получают награду. Допустим, поехали на чемпионат мира, а человек так и не вышел на поле. Или вышел на 1 минутку. Скажите, он будет чемпионом мира, если его команда выиграла этот титул? А? Будет. А тренер получит звание чемпиона мира? Получит. А помощники тренера получат звание чемпионов мира? Конечно. А массажисты получат? Тоже. То есть, посмотрите, сборная, все, кто входит в состав сборной, все являются участниками сборной, какая бы она ни была и по какому-либо спорту ни была. Если она достигает какого-то успеха, то все участники, все члены этой сборной получают награду. Аминь. Я тебе точно говорю, поверь мне, Нина Ивановна. И
То же самое с общиной. Община, церковь – это сборная. Осталось только определить, какой вид спорта. Каждая по-разному. Кто играет в футбол, кто в хоккей, кто еще, а кто-то по-разному. Но это сборная. Посмотрите, Иисус, обращаясь к ученикам, говорит, вначале сказал, будут трудности, потом сказал, награда великая, и потом подытоживает, вы соль земли. Вы лучшее, что есть. Вы ценность. Вы цвет, вы ценность. Знаете, что когда он писал эти слова, соль действительно была ценность. Большая ценность. Говорят, город Венеция разбогател на том, что это был перевалочный пункт для продажи соли. Туда стекала соль, а дальше через Венецию уже во всю Европу. Настолько соль была ценная, что на караваны с солью нападали разбойники, чтобы ей завладеть. И чтобы как-то сохранить эту соль, были специальная охрана, как Иван наш, которых называли солдат. Охранник соли. Оттуда же пошло слово солдат. То есть настолько ценная, большая ценность, чтобы были образовалась целая как бы индустрия вокруг охраны этой соли. И мы пользуемся этим словом солдат. И Иисус говорит, вы ценность, вы самые лучшие в этом мире. Невзирая на то, что вас будут гнать, говорить о вас ложь, но вы самые лучшие. Кто-то говорит, да ладно, прекрати сейчас, я вас горжусь. Прекрати, пастор, говорить такие слова. Вот прямо уже гордость подкралась к моему сердцу. Но так говорит Иисус. Вы ценность, вы соль, вы свет. И знайте, что награда обязательно будет для вас, она уже ждет вас. И апостол Павел, который не был на этой Нагорной проповеди, он понял эту идею. Он говорит, награда меня ждет. Я не знаю, когда. Я не знаю, что это будет, но награда меня ждет. Впрочем, не только меня, но всех вас. Вы знаете, как переводится слово «литургия»? Знатоки? Литургия. Ну хорошо, что такое литургия? Ну, это же знакомое слово всем нам. Литургия. То есть это какой-то ход богослужения, да? Но что он значит и откуда он пришел? Это обычное нерелигиозное слово, которое обычно было в греческом языке. Понятие было все, что делается сообща, вместе, какое-то дело, которое совершалось вместе, называлось литургия. И это слово последующая уже церковь приняла для того, чтобы описать, что значит жизнь общины. И они так ее воспринимали. Жизнь общины – это общее дело. Все, кто является частью общины, они причастники общего дела. Что происходит на общих собраниях, что происходит в жизни общины, все вовлечены в это. И это называется литургия. Вот то, что мы чем занимаемся, мы занимаемся литургией, общим делом. И в этом общем деле у каждого своя роль, своя лепта, свое участие, большое или маленькое, видимое или невидимое. Поэтому, когда Иоанн обращается к церквям, он говорит, вас ждет награда. Вас всех. Независимо от того, чем вы занимались, насколько было явное ваше служение. Так же, как какой-то сборной, кто-то звезда, который играет 90 минут, а кто-то вообще ни разу не вышел или вышел на пару минут. Но все они на тренировках одинаково потеют.
Тогда, когда они готовятся к соревнованиям, они все одинаково вкалывают. Да, кто-то выйдет, кто-то нет, на усмотрение тренера. Кто-то будет играть больше, кто-то меньше. Но невзирая на это, когда они достигнут успеха, когда они завоюют какую-то медаль, то она будет дана всем. Посмотрите, это принято в мире, в светском мире. Если человек участник этой сборной, он получит вознаграждение за успех. Насколько больше милостей и правды у Бога. Почему Он и говорит так спокойно: вас ждет награда, ликуйте уже сегодня. Награда никуда не денется. Когда Он эти слова говорил 12 апостолам, там был тоже Иуда. И Он говорит им, когда у Него спросили: Иисус, а что нам будет? Апостолы спрашивают у Иисуса. Что нам будет? Мы оставили дома, семьи, работу, бизнес. Нам что будет? Он говорит: вас ждет награда. В пакобытии, то есть в вечности, вы сядете на престолы и будете судить 12 колен. Вас 12? Да, нас 12. А колен сколько? 12? Да, 12. Значит, каждому по колену. Иисус прямо сказал им об этом. Вас ждет награда. Особенная награда. Та, которая не достанется никому другим. Вы, 12, будете судить. В том числе Иуда. Я не знаю, не хочу туда влазить в этот вопрос. Там Иуда будет или кто-то вместо него воссядет на этот престол. Мы можем подумать о том, что награда-то была, но Иуда не добежал до нее. Награда для него была предназначена, и престол, стол, его стул, вернее, его уже был, с надписью «Иуда Искариот». Но, возможно, он не добежал. Может быть так. Не знаем. А может быть, что-то Господь там все-таки сделает, чтобы свое слово сдержать. Тоже не знаем. Но невзирая на то, что там будет, что все они, все 12, оставят его в самый сложный момент. Он знал об этом. Он говорит: ваша награда ждет вас. И он сдержит свое слово. Господь не хочет, чтобы мы просто вот из-за своих убеждений служили Ему. Но чтобы нашему служению помогало тоже осознание того, что Господь никогда никому не остается в долгах. Никогда, никому. И более того, не просто оплачивает работу, Он еще приготовил какую-то награду каждому служителю, каждому, кто ждет Его. Поэтому, церковь, независимо от того, как вы служите, много, мало, мы как сборная получим награду. Как сборная. Господь скажет: ты из коми церкви? Да, вот тебе награда. Ты из коми церкви? Да, вот тебе награда. За что, Господь? За то, что ты был в этой сборной. Ты был солью. Ты был самым драгоценным в этом городе. Ты был светом и солью. Поэтому тебя взяли в эту сборную. Да. А я-то думал, я грязь. И меня так взяли, чтобы размазать. Нет, ты соль, ты свет. Поэтому ты в сборной. Скажите, в сборную кого берут? Лучших. Но мы как-то вот всегда по-другому мыслим. Но это взгляд Бога, Христа. Вы соль, Он говорит. Вы блаженны. Мы даже не понимаем это слово до сих пор. Что это значит?
Потому что когда нас гонят, прессуют, недолюбливают, говорят всякую ложь, я никогда себя не чувствую блаженным. В тот момент. Чуть позже. Да, поразмыслив, я скажу: Господи, слава Тебе, Боже, ради Твоего имени влетело мне. Но в тот момент никак. Но это не отменяет того, что Бог сказал: твоя награда тебя ждет, не переживай. Только иди до конца, беги до конца, следуй за мной до конца. Залог твоей награды — я. Гарантия того, что ты получишь награды — я. Я ее тебе приготовил, я и помогу тебе дойти до конца. Я твой тренер. Причем старший. У меня есть помощники в виде пасторов, диаконов, душепопечителей, других служителей. Но я твой тренер, я старший тренер этой команды. Я готовлю вас. И если вы проиграли, это значит, я проиграл. Но я не проигрываю. И церковь моя не проиграет никогда. Скажи аминь. Он залог, Он гарантия нашей награды. Он гарантия нашей победы. Аминь. Когда Он говорит: вы свет, вы соль, потому что Он соль, потому что Он свет. Он осоляет нас, Он освещает нас. Поэтому мы такие хорошие. Поэтому мы можем сказать: награда ждет меня. Не потому что я выбился в люди, а потому что Он меня позвал, сказал: иди в мою сборную. Ты мне нужен, моей сборной. Вот на этой позиции защитник или полузащитник, нападающий, вратарь, массажер, тренер по вратарям, тренер по защитникам, тренер по нападающим, подающий мячи. Ты мне нужен. Аминь. Очень сладко. Аминь. Верю, что вы чувствую, вы вообще не верите, что награда вас ждет. Что угодно, но не наградно. Взыскание, да. Выговор, да. Все, что угодно, но награда мне, да на небесах, да за что? Я же не апостол Павел. Как тяжело нам поверить, что награда нас ждет. Но если ты в сборной, если ты часть церкви, церковь всегда победитель. Кровью Иисуса Христа, силой Иисуса Христа, именем Иисуса Христа. Вы можете себе представить, чтобы старший тренер Господь Иисус Христос проиграл матч? Вы это себе можете представить? Нет. Значит, мы никогда не проиграем. У нас лично могут быть проблемы в жизни. Но сборная, церковь для того и есть, чтобы помочь нам. В сборной тоже бывают разные проблемы с игроками. Кто-то получил травму и выбыл, но ему не говорят: иди, до свидания. Его восстанавливают. У кого-то не форма. Переел чуть-чуть, ему говорят: иди побегай побольше. Но ты все равно наш. Иди потренируйся, и ты будешь в составе. Но не выгоняют. В церкви то же самое бывает. Кто-то упал, поднимем. Кто-то возгордился, получишь. Но ты наш. Кто-то засомневался, допинг тебе дадим. Аминь. Сегодня мы принимаем причастие. Вот это причастие не надо рассматривать как награда.
Некоторые рассматривают причастие, участие в причастии как награда и говорят, я достоин или недостоин, как будто это награда за твое хорошее поведение в течение последней недели или месяца. Это не так. Если я кого-то удивил, это не так. Это не награда за твое хорошее поведение. Это помощь тебе, чтобы ты хорошо себя вел. Это помощь тебе. Потому что Господь Иисус, вот, который там родился, Он пришел спасти нас, а не как награда за то, что мы хорошо себя вели на этой земле. И причастие – это не награда за то, что ты сегодня никого не обругал, а помощь тебе, если ты обругал, прийти и сказать, Господи, я нуждаюсь в Тебе, в Твоей силе, я нуждаюсь в Тебе, чтобы в следующий раз я по-другому себя вел. Я нуждаюсь в Тебе, напитай меня собой. Аминь. Тогда уже вопрос не стоит, я достоин, недостоин. Я всегда недостоин. Но потому я и прихожу на причастие, чтобы быть достойным Его. Он меня делает таким. Меня очень это сильно печалит, когда люди воспринимают причастие как какую-то награду за хорошее поведение. Христос этого не желал и не хотел, чтобы так его воспринимали. Знаете, первая церковь, как говорила при причастии, когда приносили эти дары посреди общины, то пресвитер говорил, Христос посреди нас, когда приносились эти дары. Христос посреди нас. Что отвечала церковь, община? Есть и будет. И видно, в этот момент церковь осознавала, Христос среди нас сейчас. В этом хлебе, в этом вине. Это Его плоть, это Его кровь. Он среди нас. Старший тренер среди нас. Он поправит то, что у нас не получается. Он скорректирует то, что мы не понимаем. Он даст нам силы там, где мы уже изнемогаем. Он среди нас. Трудно играть, когда у тебя нету тренера. Кто в лес, кто по дрова. Правда же? Но когда тренер с нами, тогда у нас что-то получится. И игра пойдет, то есть служение. И результат будет. И награда, она обязательно ждет. Скажи громкое аминь. Ну, ты уже в сборной. Тренер с нами. Он лучший. Я его правая рука. Есть еще, он мне шепнет. Не переживай, у нас все получится. Там есть другие сборные, но мы всех победим. Аминь? Чему я это говорю? Вот иногда подходит, все когда-то какие-то изменения проходят. День прошел, вечером мы себя чувствуем либо хорошо, либо плохо. Если я в этот день все нормально прожил, Библию почитал, помолился, с кому-то сходил, я говорю, Господи, слава Тебе. А если в этот день я с кем-то поругался, с кем-то не это самое, все, я аутсайдер. И молитва уже не летит. И так каждый раз. Меняются дни, меняются месяцы. И в зависимости от того, как я проживал, такая у меня молитва и такое мое состояние. Если у меня все хорошо, я говорю, ой, награда меня ждет. А если не очень, все, награда уплыла. Но это не так работает. То же самое в конце года. Иногда смотрим на год прошедший и говорим, не очень год был. Что-то я ничего толкового не сделал. Наверное, награда моя уплыла от меня. Но это не так. В следующем году также будут и успехи, и неудачи. Будет это. Ты будешь в форме и нет. У тебя будут травмы, или ты будешь здоров. Все это будет. Так же, как было в предыдущих в каждом годе так.
Конечно, я надеюсь, что в следующем году я второе плечо не сломаю. Я очень надеюсь на это. Но, тем не менее, все будет. И ты будешь через это идти. Но знай, твой залог того, что в конечном итоге ты достигнешь награды и победы в том, чтобы быть со Христом. Вот держаться Его, следовать за Ним. Апостол Павел говорит, следование за Иисусом – это бег. Иногда с препятствиями. И он говорит, если ты дерешься уже на ринге, так случилось, с кем-то надо подраться, то бей наверняка, сразу нокаут. Апостол Павел не стеснялся приводить такие примеры. Бокс, бег, потому что он хотел донести до нас тайны царства. Как это работает? Бог дает тебе силы. Он тебе научил, тренер научил тебе бить, чтобы соперник ушел в нокаут. Сделай хук. Дай в печень. Кому? Ну, только не соседу. Кому? Ну, не только брату или сестре. Кому? Дьяволу. Скажи ему все, что ты о нем думаешь. А еще лучше, что о нем думает Христос. Апостол Петр так и говорит, он-то ходит вокруг нас. Ну и пускай ходит. Мы не убоимся его. Аминь. И Петр, и Павел, они говорят, конечно, ваша вера будет испытана. Без этого не бывает. Ваша вера должна быть испытана. И когда приходят эти испытания, он говорит, даже огненные испытания, не говорите, а что это такое? Я на это не подписывался. Подписывался. Без этого как узнает, кто ты такой? Ты действительно верующий? Ты действительно уповаешь на Бога? Или прикидываешься? Ты должен сам узнать об этом. А как ты об этом узнаешь? Когда тебя будут гнать, плевать и говорить о тебе ложь. Тогда ты узнаешь, чего ты стоишь. Тогда ты узнаешь, действительно ты уповаешь на Бога. Ты ликуешь в это время и говоришь, награда моя ждет меня. Либо ты в ответ будешь говорить ложь. Подумайте об этом. Просто подумайте об этом. Вы ждете награду или нет? Если ждете, то почему? Подумайте об этом. Вы в сборной или нет? Или сами по себе? Подумайте об этом. Кто ваш тренер? И идите с уверенностью в следующий год. Господь вас ждет. Аминь. Я думал, вы здесь ликовать начнете от того, что вас награда ждет. Но я думаю, это догонит вас. Награда ждет. Она твоя. Господь ее никому не даст. Твоя. Служи Ему с уверенностью. Он так и говорит. Вы соль. Вы ценность. Поэтому я вас собрал здесь. Вы свет. Поэтому я взял вас. Аллилуйя. Слава Богу. Почитай, найдите, возьмите симфонию, поищите слово «награда», «венец». Скажите, это все мне. А это не один раз встречается в Новом Завете. Не один раз, много раз. Я уверен, что Господь знал, когда нам тяжело, и кто-то скажет нам, слушай, это переживем, но зато нас ждет награда великая. Это сильно нас подстегивает. Это окрыляет нас. Есть за что бороться. Есть за что стоять. Есть потерпеть, чуть-чуть потерпеть, чтобы все это превозмочь. Награда меня ждет. Аминь. Аминь. Будьте благословенны. Давайте встанем на ноги наши. Отец наш Небесный, спасибо Тебе. Ты Бог, знающий нас, наше существо, наши мотивы, Господь. Ты знаешь, чем зацепить нас. И Ты, Господь, говоришь, что у Тебя есть награда для Твоей церкви. У Тебя есть награда для каждого, который следует за Тобой.
Господь, у Тебя есть эта мотивация для нас, потому что забег длинный. И в этом забеге многое что встречается. Препятствия есть, соперники есть, искушение есть от усталости остановиться. Но Ты говоришь: беги, я дам тебе силы, ты можешь, и я с тобой. И награда там тебя ждет большая и великая. Ты даже представить не можешь, какова она великая. Ты так и говоришь: нам на ум не может прийти то, что Ты приготовил для нас. Мы не видели того, что Ты приготовил для нас. Спасибо Тебе, Господь, за это. Пускай, Господь, это истина, которая явлена в Твоем Слове, что для каждого последователя Твоего есть награда, и она ждет. Пускай это вдохновляет нас во всякое время, Господь, особенно в тяжелые времена. Мы не знаем, что принесет грядущий год. Мы не знаем, что там будет для нас, как церкви, и для каждого в отдельности. Но, Господь, я хочу, чтобы это слово о том, что награда нас ждет, помогало нам двигаться вперед, помогало нам смотреть ввысь, как Ты говоришь: взирайте на небеса. Смотрите на небеса, не на проблемы, не на трудности, на небеса, где награда ждет нас. Это поможет вам. Господь, благослови нас в этом. Что бы ни было, какие бы трудности ни были, какие бы искушения, Господь, я хочу, чтобы эта весть о том, что награда есть, помогала нам превозмочь все и пройти весь путь во имя Иисуса. Благослови нас, Господь, в этом грядущем году. Тебе да будет слава за все, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Итак, давайте поблагодарим Бога, что Он среди нас сейчас. Иисус так и сказал: я с вами всегда. Всегда. И сегодня Он зримо с нами. Зримо. Можем переживать Его присутствие здесь, взирая на эти дары. И сейчас будет происходить то же самое, что происходило 2000 лет назад. Когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, разломил его и дал своим ученикам со словами: возьмите, ешьте, это тело мое. Затем Он взял чашу, поблагодарил за нее Бога и подал им со словами: пейте из нее все. Это моя кровь завета, проливаемая за многих людей для прощения грехов. Говорю вам, что я уже не буду пить плода виноградного до того дня, когда я буду пить с вами новое вино в царстве моего Отца. И они спели и пошли на Илионскую гору. Аминь. Из-за крови Христа у нас есть смелость теперь идти прямо туда, в самое святое святых. Пред Твоим троном, Отец, в присутствии наивысшего. Пред Твоим троном, Отец, мы стоим, поклоняясь Тебе. Пред Твоим троном, Отец, в присутствии наивысшего. Пред Твоим троном, Отец, мы стоим, поклоняясь Тебе. Христос ленвирус мир, мияне миенке доле, вождь саене жасту, силан вежа, свежа и не. Те вождь вежа и не. Охшаме, вождь сащелайме, те не ме вежа и не. Ошканиме да дух дивте, те вождь вежа и не. Локтаме, вождь сащелайме, те не ме вежа и не. Ошканиме да дух дивте. Из-за крови Христа у нас есть смелость теперь
идти прямо туда, в самое святое святых, пред Твоим троном, Отец, в присутствии наивысшего, пред Твоим троном, Отец, мы стоим, поклоняясь Тебе. Пред Твоим троном, Отец, в присутствии наивысшего, пред Твоим троном, Отец, мы стоим, поклоняясь Тебе. Мы стоим, поклоняясь Тебе. Мы стоим, поклоняясь Тебе.